Утром проснулись. Вот видите, как здесь негабаритчики ночью ездят. Посмотрите, человек как попал. Ехал ночью и зацепил его негабарит. И все. И вот он теперь негабарит уехал. Что тут дорога узкая, тут он остановился, а он и не остановился. Все. И теперь видите, какое дело. Теперь он будет за свои деньги вот это все чинить. Хрена себе, он ему оторвал. У него теперь у самого-то негабарит получается. Блин, вот и ездит тут ночью-то. Да. Он говорит, негабариты тут вообще запрещено передвигаться в негабариту-то ночью-то. Я говорю, тут вообще никакого контроля в этом Забайкале нету, ни ментов, никого ночью-то. 98-го нету, только 95-й 66-50, 92-й 61-50 и дистопливо 83-30. Приезжал ночью как раз я вот здесь за километр, за 2, наверное, вот за этой горой, вот там, вот эта кафешка, вот тут буквально 2 километра. Еду ночью, там горы горят. Там лес на горах горит, и всем похрену. Просто ночью едешь, лес горит. Прямо вся гора в огне. И никому никакого дела нету. Я вообще не понимаю. Вот так они здесь. Тут лес-то не то, что в тайге горит. Он вот прям тут у дороги видно, как он горит. Они не тушат его здесь. О чем говорить в тайге? Вот смотрите, как они от мусора-то избавляются. Видите, каждое утро мусорки сжигают. Не зря у них тут все мусорки черные стоят. Не могу понять, чего они черные-то все. А у них что, лес горит? Что, мусор они палят? Сейчас поедем, вон все в дымке, лес-то горит. Видно, что там все. Дым это. Из-за пожара. Вот смотрите, вот лес-то горел. Видите, какая нахрен тайга, что вы нам чешете с телевизора-то глубоко в тайге горит. Да вот прямо у дороги горело. Посмотрите, сколько сгорело леса. Едем, прямо у дороги горело лес-то. Что, они потушить, что ли, не могли? Да тут вот пожарные машины подъезжают и тушат спокойно. Чешут нам в уши, да где-то тайга горит. Да я вот уже сколько проехал, я ночью сколько видел. Я просто, если бы снимал, вы просто не увидели далеко, но на горах-то видно, что горы-то горят. И горы-то горят, вот их из дороги видно. Не надо там какие-то самолеты запускать, мониторить, с космоса смотреть. Вот тут с населенных пунктов видно, где горит. Они никто не тушит, вот и все горело. Прям вдоль дороги все, вот оно все. Сгоревшее стоит. Я говорю, только врут с телевизора-то, только врут, чтобы не тушить. А тушить-то вот, не надо никуда там лазить. Где-то, да, может и далеко там где-то горит. Но здесь-то почему вот это столько-то времени, ну столько-то места почему сгорело здесь? Я говорю, они не тушат, они, я говорю, тут пожарных машин, я не знаю, одна машина на весь регион. Ни одной еще не видел, чтобы она проехала, какая-то пожарная машина здесь мне навстречу. Я говорю, развалили всю страну, вообще вдребезги, всю страну. Говорят, развитие, какое нахрен развитие? Вот, посмотрите, вот он, Дальний Восток. Самые богатые регионы. Вот оно, видите, какое развитие-то. Вот где надо развивать-то. Русский мир. Вот он, русский-то мир-то где? Смотрите, сколько у вас территорий. Тут живите, вон, гнездитесь, как птицам. На верхушках-то посмотрите, сколько места для вас вон приготовлено. Приходите, живите, вон, стройтесь. Река вон внизу, вон, все для вас. Животных вы рассаживаете. Да, хер, надо вон туда переться. Пострелять. Вот эти ловушки для снега. Тут сделано для тех, у кого тормоза отказывают, вон туда он сразу раз вверх. Так. Вон там и вверху и крест стоит. Тут, походу, там уже и туда залетел один раз навсегда. Не по технологии не сделано. Там насыпь должна быть очень мягкая. Туда залетаешь, колеса должны проваливаться, и все. И остановилась машина без тормозов. А что тут за гора? Да тут не успеет он остановиться. Блин, ну и дорога, конечно. Вся дорога в волнах. Вся дорога. Ни хрена быстро не поедешь. Вот средняя скорость вообще мне вчера за весь день он посчитал. 50 километров в час я ехал. В среднем. Видите, какие дороги-то? Это вот это все ямы. Вот это все, что черные. Раз. Вот яма на яме прям. Вот одна яма проехали, вот вторая, и вот третья сразу же. Вон, видите, впереди машина-то скачет, идет. Как и мы. Вот он сейчас тут наделает делов-то. Сейчас он тут зальет битумом-то всю дорогу.
Сейчас только по битому проехали. За асфальта даже не пахнет, что там собираются они ложить, а он уже битумом заливает. Ну ты видите, я говорю, указатель на указатель едешь. Просто они не скончаются, я говорю. Ну да, и вот жалуются. Смотрите, идут вот по трассе. Им похрену вообще на машину-то. Он даже не смотрит. Вообще похрену. Все предоставлены себе. Идет, жилетки-то даже не светоотражающие. Он пилит, сейчас он тут напилит им. Все, видите? Протяженность участка там. Сейчас будем ехать, вот, смотрите, какой трамплин. Опа! Вон, видите, у хозяев-то дороги-то, машины-то какие. Хер ли мне ездить? Они тут эти кочки-то на этом прадике он даже не чувствует. Хер ли ему тут эти ухабы, бугры, тут канавы, он не чувствует, идет. Я говорю, им по «Жигулям» вот, повесьте каждому, дать, чтобы они вот тут на них поездили. Я посмотрел, неделю-то выдержал бы вес-то тут по этой дороге-то ездить. Пробили бы все, что можно на ней. Даже с горки спуститься невозможно. Посмотрите-ка, блин, это же вообще с ума сойти. Когда там груз-то летает, подкидывает его кверху, к низу-то постоянно. Тут невозможно ехать потихоньку. Я говорю, тут такие расстояния. Если потихоньку, то я ехать-то буду, к этому мне сколько ехать-то надо будет? Год, что ли, до Якутска-то? И обратно столько же. Блядь, ужас, просто ужас. Смотрите-ка. Дорога-то, это вообще... Вот видите, вот только ямы проехали. Вон смотрите, видите, вдалеке вон желтые знаки. Вот опять там ямы. Вот, блин, я не знаю, вся дорога такая. И они, блин, есть участки хорошей дороги, но они очень маленькие, их очень мало. Вся дорога в основном вот такая. Вот кто на Забайкале-то ездит, тот собирается куда-то там до Хабаровска, до Владивостока, до Якутска. Вот смотрите, какая предстоит вам дорога-то здесь. Сразу готовьтесь, что будете ехать потихоньку. Вот там, видите, подъехали. Вот буквально вот проехали же только кочку. Вот как тут разогнаться? Трасса опять, вот эти ухабы. Раз, вот второй. Вон, смотрите, прям целая куча. Вот так. Опа. Местами ты едешь, асфальт-то хороший, но его мало. Так-то вообще вот такая бы дорога была, вообще бы классно. Просто, блин, ехали бы молча. Никто бы не возмущался, вообще бы, все бы довольны и счастливые бы ехали. Нафиг этот негатив нужен с этими дорогами. Тем более тут иностранцев ездит. Блин, они вообще нахреневают, думают, вот это позорники России-то. Вот это дороги у них. Вон китайцы сейчас едут. Вот они нам там в Китае рассказывают про нас. Байки, да вообще нам прекрасно там. Унижают на Россию-то вот эти. Такая красота. Ехали хрен знает сколько километров до населенного пункта. До населенного пункта вообще едешь. Вот еще один съезд, у кого тормоза откажут. А как туда залететь-то? Тут пока повернешь, ты перевернешься, и что это такое? Это прикол, что ли, какой-то? Что там 10 метров, да тут машина, ты даже не... она не становится на таком-то месте. Очередное отмывание денег. Больше ни хрена. Туда, если залетишь, это себе дороже, лучше прямо туда уж ехать. Вот районный центр Амазар. Это угольная промышленность Забайкальского края. Здесь вот уголь добывают и куда-то его они отправляют. Амазар.
столица угольной промышленности. Посмотрите, дороги какие здесь. Вот мы приезжаем в этот Амазар. Видите, как у них мост-то? Они даже, видите? Вот и сюда. Вот. Слышите звук? Вот он всегда так. Холодная вода. Вода очень холодная. Здесь хорошо, где бы ни становился. Населения-то вообще никакого нету нигде. Где бы ты ни становился, ты всегда один. Если кто-то может увидеть тебя здесь, это только животные. И мост здесь, смотрите, что-то по мосту кто-то стрелял. Из чего-то тут, с какого-то ружья, что ли. Посмотрите-ка, весь мост в дырках. Ну, стреляли. Видите? Тык-тык-тык, тут кто-то написал, что был здесь. Весь мост в этой штуке. Все, выезжаем из Забайкальского края.